Уважаемые коллеги, спасибо большое за приглашение на участие в форуме. Надо приветствовать вас на открытии форума «Промышленность и геологоразведка Якутии», приуроченной к празднованию столетия республики. Я благодарю лично Арсена Сергеевича и всего команду правительства Якутии за организацию масштабной деловой площадки для обсуждения актуальных вопросов геологоразведочных работ в регионе. Действительно, сегодня геологоразведка и вся добывающая промышленность вышла на одну из первых полос в связи с санкционными ограничениями. И республика является потенциалом, который нам необходимо реализовать в ближайшие десятилетия. Якутия обладает уникальной минеральной сырьевой базой, потому что здесь сосредоточено 80% всех алмазов, 54% урана, 36% олова и 30% всех редкоземельных металлов. Это только то, что нам сейчас известно. На сегодня уже открыто более 1200 месторождений твердых полезных ископаемых, и по состоянию на сегодняшнюю дату действует 1399 лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи твердых полезных ископаемых. Это 19% всего воздушного округа лицензий. Подавляющее число лицензий выдано на благородный металл. Это почти 86% всех лицензий. В Якутии ведут свою деятельность более 500 недропользователей, это как от небольших старательских артелей, до больших крупных холдингов, как Полюс, Сибирда, Алроса, Колма и множество других компаний. В 2021 году за счет собственных средств недропользователей на геологоразведочные работы в республике инвестировано более 11 миллиардов рублей. В процентах это порядка 27% общего финансирования по Дальнему Восточному округу. Основной объем финансирования из собственных средств недропользователей был направлен на геологоразведочные работы на алмазы и благородные металлы. Но, конечно, меньше объем это на уран и уголь. Это очень хороший показатель, который свидетельствует сегодня о благоприятном климате. Если брать на сегодняшний год, то в текущем году объем финансирования увеличился на сегодняшнюю дату уже до 13 миллиардов, если точнее 13,1 миллиарда. И по итогам этого года на сегодня получен прирост запасов по алмазам, это почти 1,3 миллиона каратов, по золоту 20 тонн, 11 тонн по серебру и 13 тысяч тонн по меди. Наиболее крупные приросты получены на золоторудном месторождении Хангалас, золоторудном месторождении Ясная Поляна и месторождение в Баланганах по алмазам. Если брать государственное финансирование за счет федерального бюджета, то в рамках нашей государственной программы на территории Якутии в 2021 году работы проводились на 6 объектах. В текущем году работы проводятся на 8 объектах, и 2 объекта было специально включено в рамках новой программы федерального проекта «Геологоразведение легенды» с объемом финансирования почти 4 миллиарда рублей. На этом я чуть позже остановлюсь. Если взять нефтегазоносность, то республика обладает также очень высокими перспективами, несмотря на относительно низкую степень изученности, потому что республика обладает одной из самых низкой степени изученности с точки зрения нефтегазоносности. В республике в настоящее время открыто 46 месторождений углеводородного сырья, и добыча на сегодня составляет 17 миллионов тонн по газу, 17 миллионов тонн по нефти и 14 миллиардов кубических метров по газу. Практически все запасы углеводородного сырья относятся к распределенному фонду, к нераспределенному фонду относится небольшое количество запасов всех категорий, это промышленная категория Основными недропользователями являются ИТ «Газпром», осуществляет добычу свободного газа в республике. Если брать по ресурсам углеводородного сырья, по категории по самой низкой категории, то в республике Сахан составляет 284 миллиарда тонн по нефти и почти 500 миллиардов кубических метров по газу. Также на территории России, на территории республики действует 136 лицензий на пользование недрами в части углеводородного сырья, и активно ведутся геологоразведочные работы. Как я сказал, что с этого года мы поставили в рамках фронтальной стратегии новые объекты, точнее 4 миллиарда, полевые работы начинаются уже с этого и должны закончиться к концу 2024 года. В текущем году завершились комплексные работы, геофизические работы с целью оценки перспектив нефтегазоносности на Нанамской площади, геофизические исследования в акватории среднего течения реки Лена, и также начаты работы по комплексной геофизической съемке на Пальмском участке. Я надеюсь, что сегодняшний форум выступит новым импульсом для активизации геологического изучения и обеспечит диалог между органами власти и компаниями-недропользователями. В течение 2 дней
состоится более 10 сессий по перспективным геологическим изучениям по твердым полезным ископаемым, в том числе и по дефицитным видам, стратегическим видам и редким металлам в рамках импортозамещения, алмазодобычи и развития золотодобывающей отрасли. Бесспорно, как я уже сказал, республика обладает уникальным ресурсным потенциалом и одним из лучших на сегодня инвестиционным промышленным потенциалом, а значит, мы видим дальнейшие пути для развития республики. Желаю всем участникам